Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для Девы. Посмотрим, какой будет месяц для вас. Карта месяца повешенный. Что будет у нас в начале месяца, середина месяца и окончание. Так. Отношения карта, работа. Финансы, здоровье и итог этого месяца. По итогу выпадает ваша карта замечательно. То есть вы все-таки решите все вопросы и будете очень довольны месяцем, потому что вот это прямо ваша энергия. Да? Здесь выпадает у нас отшельник, карта 9-го старшего аркана. Значит, что у вас очень хорошо все пройдет, несмотря на то, что вот у вас повешенный, да, и начало месяца вот здесь у нас с 5 жезлов начинается, но, скорее всего, это необходимо для того, чтобы вы решили какие-то свои вопросы, которые давно назрели. Итак, карта повешенной, о чем она может говорить и как она может месяц характеризовать? Ну, во-первых, это карта, которая говорит о том, что вы, скорее всего, вынуждены либо закончить работу какую-то, либо находиться в каком-то месте, может быть, там ухаживать за кем-то, да, или работать удаленно. В общем, есть какие-то обязательства, которые вам нужно выполнить. Это карта также событий издалека, которые могут приходить, и, может быть, мы их ждем, может быть, не ждем, но они как-то будут влиять на нашу жизнь. И все, что от нас далеко, это люди, которые от нас далеко живут, от них могут приходить известия какие-то, да, они могут на нашу жизнь влиять. Это может быть работа с клиентами, которые далеко, удаленная вот эта работа, вот изолированная, когда мы либо дома, либо одни вот в своем кабинете работаем, да, вот когда никто нам не мешает. Вот такой будет, в принципе, месяц. А также эта работа может быть даже по ночам, да, когда очень много накопилось всего, и вот мы даже прихватываем ночь, и нам дня не хватает. Также эта карта говорит о том, что вы можете как-то либо прошлое свое анализировать, разбирать, там, прощать обиды, разбираться, может быть, с какими-то ситуациями, которые вот вас тяготят. Вот, допустим, какие-то были сложные отношения, да, и у вас вот, ну, никак не проходят какие-то отрицательные эмоции к какому-то человеку, да, и вот с этим можно разбираться. Можно, кстати, и психолога подключить очень удачно, успешно будет в этом месяце. Также эта карта архивов каких-то, историй, да, может быть, кто-то вот по работе будет в этой теме. И это карта скрытого, может быть, кто-то вот наблюдает за вами скрыто, или, может быть, вы, наоборот, вынуждены, допустим, следить за кем-то, ну, допустим, за своими детьми, да, вот, может быть, они как-то ведут себя так, что вам как-то за них беспокойно, да, и вы можете как-то контролировать, вот так, себя не выдавая, скажем так. Что еще здесь важно? Скорее всего, здесь может быть какая-то сосредоточенность очень сильная на каком-то одном вопросе. Также же часто по этой карте у нас идут зависимости, да, зависимости от еды, от алкоголя, от каких-то химических препаратов. Также могут по этой карте идти обманы. Обманы, туманы, да, этот месяц туманов, может быть, вот как-то девам будет этот туман мешать в этом месяце. И эта карта связана с религией и психологией, да, может быть, какое-то неустойчивое настроение, да, меняется то так, то так. То есть, может быть, есть люди в окружении, которые вот давят на психику просто, вот. Или, может быть, вот будет какая-то ситуация неопределенная, и вам захочется обратиться к религии, допустим, да, вот попросить поддержки, совета, что-то в этом роде. Начало месяца 5 жезлов. 5 жезлов – карта обучения, когда мы стараемся что-то делать по-новому. Допустим, мы привыкли одним образом действовать, теперь нужно по-другому. Или нам знаний недостаточно в работе тех, которые были раньше, мы учимся как-то по-новому действовать. Или работали в офисе, теперь дома. В общем, какая-то перемена может быть.
Причем будет даваться это нам довольно-таки трудно, но это необходимо для дальнейшего роста, да, поэтому мы это делаем. Также пятерка жезлов – это у нас карта, знаете, каких-то... Ну, когда мы вот зажаты в каких-то обстоятельствах, особенно когда мы хотим отдохнуть, вкусно покушать, расслабиться, побыть со своими детьми, или, может быть, там, выиграть деньги, да, а нам приходится тяжело работать, нам приходится сосредоточиться на чем-то главном, да, и не делать то, что нам хотелось бы. То есть, ну, вот как-то так может начало месяца проигрываться. И середина месяца у нас старший аркан влюбленные, и это выбор. Это когда у нас действительно ситуация, которая требует от нас осмысления, потому что это решение будет влиять на всю нашу жизнь. В общем, что-то в середине нашего месяца происходит, что нас меняет. От того, какое решение мы примем, здесь будет зависеть наша дальнейшая жизнь. Конечно же, здесь могут в этом выборе участвовать другие люди, наше близкое окружение. Да. Это может быть не только тема влюбленности, да, встречи с человеком, которого мы долго ждали, или, может быть, наоборот, у нас ссора какая-то здесь может происходить, и вот нам надо принять решение, как дальше быть. Здесь может быть и вопросы выбора в работе, в профессии, любые темы абсолютно, когда вот выбор стоит очень остро, и нам нужно что-то с этим делать. Ну, также это вопрос может быть переезда, да, это может быть вопрос образования, это может быть вопрос написания, подписания каких-то документов, оформления каких-то документов. Ну и все, что касается каких-то вот функциональных обязанностей, когда вот мы учимся какому-то вот направлению в деятельности, да, и вот никак не можем выбрать по влюбленным, туда нам идти или в другую сторону, да. В общем, здесь вот как-то будет такое зависание, но карта вот рекомендует все-таки подумать, да, потому что если судьба предлагает нам такой подарок, скорее всего, нам это нужно. Видите, рядом четверка чаш. Если мы не примем это решение, скорее всего, мы потеряем тот шанс, который нам судьба дает. И вот в конце месяца вот та самая четверка чаш, о которой я говорю, это, конечно же, ситуации, связанные с отношениями, с домом, с недвижимостью, с семьей и со здоровьем. Да? Здоровье тоже здесь очень важно. То есть вот правильно принятое решение, оно вот эти все сферы как-то наполнит, оживит. Да? Четверка чаш у нас очень часто связана с тем, что нужно расслабиться, отдохнуть в кругу друзей, в кругу семьи, может быть, поехать куда-то в отпуск, но, скорее всего, нет, скорее всего, здесь не поездка, скорее всего, здесь дома отдых. В общем, достаточно нужно давать себе отдыха, потому что вот эти первые два периода, они довольно-таки напряженные. То есть, даже если много работы, все равно прям в график себе нужно ставить отдых. Также здесь может быть много какой-то работы по дому, да, вот лучше тогда найти кого-то, кто вам поможет, чтобы у вас не было перегрузки. Что еще важно? Важно жидкости пить достаточно. Могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то есть здесь вот очень важно, как мы питаемся, да, чтобы стабильное было какое-то меню, чтобы оно на здоровье нам шло обязательно. Также это ситуация окончания какого-то дела. И знаете, вот очень часто бывает так, что вот мы хотим что-то, выбор сделали, как бы совершили поступок, а потом сидим и думаем, правильно мы сделали или нет, какие-то сомнения вдруг начинают одолевать, да, и вот такое вот может быть. Но лучше не думать уже, как бы сделано и сделано, да, то есть нужно двигаться дальше. Не позволяйте себе здесь терять энергию на сомнения. Также здесь какие-то обычные вещи, такие, которые мы делаем каждый день, да, это покупка каких-то вещей первой необходимости, домашние дела, какие-то перестановки. Может быть, кстати, вот по этой карте очень часто мы что-то теряли раньше и можем найти какие-то ценности. Вот. Или кто-то спрятал, а мы нашли. Очень тут хорошая, может быть, возможность. Хорошая карта для ремонта дома, в квартире, да, или там что-то на участке, допустим, если у вас свой дом, на участке что-то такое сделать, очень тоже хорошо.
Работа по дому, может быть, нанять кого-то нужно для того, чтобы вам помогали. Вот, либо прям выделить себе время, разделить работу и дом, да, чтобы не смешивать эти две сферы. Отношения. В отношениях выпадает жрица. Жрица – это у нас карта, которая говорит о том, что мы будем, скорее всего, очень озадачены проблемами дома, недвижимости, родителей, детей. И будут такие ситуации неоднозначные, когда мы прям вот не знаем, как поступить. То ли хорошо сделал наш партнер, то ли плохо. То ли хорошо дети поступили, то ли плохо. То есть, с одной стороны, как бы поддержать, а с другой стороны, может быть, осудить, покритиковать, да, вот что-то такое. Причем здесь, вы знаете, очень много будет зависеть от того, что говорят женщины в отношениях, да, это супруги, матери, там, бабушки и так далее. Вот желательно прислушаться к их мнению, скорее всего, оно вам как-то поможет решить вопросы, связанные с отношениями. Для тех, кто в поиске партнера, семерка червовая, замечательная встреча для того, чтобы вот построить потом семью с этим человеком, причем очень прочную, хорошую. Человек, скорее всего, кармический партнер может встретиться, тем более вот в сочетании с жрицей. Теперь те, кто уже в паре, десятка пиковая, говорит о том, что вы либо поедете на свое место жительства прежнее, да, или, может быть, там, где вы родились, либо к родителям поездка, либо вы меняете место жительства, и с этим меняется все, ваш круг общения, ваши привычки и так далее. То есть, может быть, это по работе, допустим, переезд, и вот это очень важно и для вашего партнера тоже. Вообще вот у нас десятка пиковая, это карта перемен, очень таких значимых перемен, да, вот у нас тоже карта перемен, и рядом колесо фортуны, и звезды, то есть, ну, конечно, это месяц очень важный для дев, и действительно будут перемены происходить и в отношениях особенно. Если вы же никуда даже не переезжаете, все равно вы будете менять либо образ жизни, либо новые люди будут входить в ваш дом, или, может быть, вы вдвоем с своим супругом, партнером будете планировать путешествие, или вы можете какие-то новые дела совместные планировать. В общем, что-то очень важное здесь будет происходить для вас. Для тех, кто в ссоре, семерка пиковая. Но карта говорит о том, что лучше не общаться, не звонить, а вот именно писать, потому что для вас это самый лучший способ для примирения. Теперь работа, колесо фортуны. То есть, ну, действительно, здесь пришло время для изменений в карьере. Давайте посмотрим, каких. Для тех, кто в поиске, работы, замечательная карта дама пиковая выпадает. Если не было долго работы, все, этот период закончился, и для вас действительно какой-то очень счастливый случай, и наконец-то исполняется ваше желание. Именно та, скорее всего, работа, которую вы хотели получить. И те, кто имеет работу валет пиковый в сочетании с колесом фортуны, у вас какое-то новое направление в деятельности может быть. Возможно, потребует обучения, возможно, потребует какие-то способности новые от вас реализовывать, да, может быть, учиться чему-то. Но также карта говорит о том, что для вас это может быть какое-то продвижение вперед, может быть командировка какая-то, может быть даже работа на новом месте. И вам тут потребуется решать, выбирать. Ну, раз колесо фортуны, конечно, это вам все на благо. А также эта карта явно показывает, в каком плане, в какой теме вы не сильны, да, где вам нужно добавить знаний, опыта и так далее. То есть и вот это колесо фортуны, ситуация, да, она покажет, где вам нужно, ну, подучиться, скажем так. И вот если ситуация приходит, от нее не отказываться, а просто добавлять себе вот того, чего вам не достает. А для тех, у кого свое дело, туз трефовый. Карта говорит о том, что у вас может быть какая-то сделка очень хорошая, крупная, соглашение может быть какое-то, или какие-то новые отношения с партнером, с клиентами. И, скорее всего, партнерские отношения с обязательствами. То есть, скорее всего, в вашем деле появится еще один человек, и вы будете заключать с ним соглашение, кто за что отвечает. Да? И этот человек, он действительно надолго и очень хорошо поможет ваше дело, бизнес вывести
на новый уровень. Если вы не думали, не планировали кого-то в свой бизнес подключать, то вот замечательная возможность для того, чтобы это сделать. Также карта говорит о том, что, может быть, допустим, вы долгое время не могли продвинуть какую-то тему, какой-то проект, все время были какие-то препятствия. Вот сейчас, в этом месяце, это получится. Если, допустим, оформить надо какие-то документы, не получалось, да, не было разрешений, вот все замечательно здесь разрешается, получается. Плюс, может быть, какая-то хорошая сделка денежная. Не просто вот какая-то профессиональная, да, а вот именно в плане денег. И вот для денег у нас выпадает карта опять старшего аркана звезда. То есть здесь улучшения явные, да, здесь у нас будет какой-то новый поворот в вашей финансовой жизни. Это новое направление финансовое, да, это новый проект, это новая сделка, новые люди. В общем, то, что вы мечтали, начинает реализовываться. Вот, но здесь, смотрите, все зависит от нас, от нашей репутации, от наших действий, от нашей открытости новому. Вот это важно. Для тех, кто на зарплате, десятка трифовая, но здесь, конечно, у вас очень большие запросы, и они, скорее всего, реализуются, может быть, не сразу. То есть, допустим, если вы хотели какую-то высокую зарплату, она будет, но не совсем скоро, да, вот в этом месяце нет, но все к тому идет. В любом случае, смотрите, очень хорошая карта, вот когда деньги приходят на большие цели. Но может, кстати, быть и трудности. Вот, допустим, если вы какие-то сделки заключаете, они могут не очень легко идти, но в конце концов результат получите, только не надо сдаваться. Для тех, кто своим делом зарабатывает, десятка бубновая, ну, здесь карта говорит о том, что новая информация, новые люди, ваш опыт профессиональный дает возможность вам заработать хорошо. Также вот карта призывает посчитать, может быть, проверку сделать какую-то финансовую на вашем предприятии, да, и вам нужно какой-то анализ обязательно, да, вот вашей финансовой деятельности, это вам поможет. Ну, либо постоянно контролировать, да, либо вот один раз делать. И здоровье. В здоровье выпадает паж жезлов. Замечательная карта для выздоравливающих. Это вот как раз тот первый шаг, когда здоровье начинает стабилизироваться. Это карта огня, а значит, что в организме все вот начинает двигаться, вот как-то начинает оживать. Да? Очень хорошая карта для выздоровления и для здоровья в том числе. И итог месяца у нас отшельник. Карта говорит о том, что вот ваша деятельность, она принесет пользу не только вам, но и тем, для кого вы это делаете, и с кем это делаете, да. А также карта хорошего здоровья, карта определения в профессии, карта, знаете, когда нас очень ценят за наши заслуги, за наш опыт, к нам обращаются как к специалисту, за советом. То есть вот замечательно то, что происходит у нас в этом месяце, это все повышает вас в ваших глазах и в глазах близких людей. Ну и для здоровья, для недвижимости, для отдыха очень хорошее время. Что-то переосмыслить, что-то понять, кого-то простить, наладить здоровье, правильно лечение назначить, ну как бы получить назначение на правильное лечение, правильный диагноз поставить и так далее, и так далее. То есть вот все здесь становится на свои места. Друзья, желаю всем замечательного октября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!